Здравствуйте, в эфире Сибайское телевидение, программа «Крупным планом». Меня зовут Алина Полянская, и сегодня гость в нашей студии – председатель постоянно действующей комиссии ЖКХ транспорта по городскому округу город Сибай Тахир Талибович Муладжанов. Здравствуйте, Тахир Талибович. Здравствуйте, Очень рады нашей встрече. Ну, как всегда, в этой сфере ЖКХ, транспорт, очень много вопросов, поэтому постараемся, в общем, вместить в наши полчаса максимальное количество обращений жителей. Ну и с места в карьер, да, начнем. Вот, как я уже сказала, вы у нас председатель комиссии ЖКХ. Расскажите, пожалуйста, как давно существует в городе эта комиссия и коротко о ее работе, чем она занимается? Ну, комиссия существует на основании, в общем-то, 131 федерального закона об основах местного самоуправления. То есть, когда выбирается городской совет, то в нем организовывается несколько комиссий, в том числе и комиссия по транспорту, ЖКХ, благоустройству. Эта комиссия основана с тех пор, как существует городской совет, она была, и в разное время ее возглавляли разные люди. Сегодня вот порядка 4 лет уже возглавляю я эту комиссию, значит, где мы работаем. Комиссия занимается чем? Ну, во-первых, занимается разработкой, рассмотрением разработанных нормативно-правовых актов органов местного самоуправления в области коммунального строительства, в области ЖКХ, благоустройства города и, значит, согласования, работы над этими документами и, соответственно, потом передачи в президиум и в городской совет для принятия определенного решения, то есть органа местного самоуправления, в данном случае городского совета, для текущей жизни нашего города, то есть местных правовых актов. Ну, я правильно понимаю, что комиссия никакой надзорной деятельности не ведет? Нет, однозначно нет, надо это понимать. Есть надзорная деятельность в области, значит, как у санитарных норм, там Роспотребнадзор, есть надзорная область жилищная, там соблюдение лицензионных прав управляющей компании, это инспекция государственной жилищной. Нет, мы не занимаемся. Однозначно это не наша функция, прерогатива. Насколько хорошо поставлено взаимодействие с населением, какие способы взаимодействия используются? Ну, способы извечные, издревле простые. Это непосредственное обращение к нам, к членам комиссии, ко мне. То есть мы всегда готовы выслушать людей, посоветовать, что знаем, что можем, помочь, потому что, в принципе, те люди, которые нас избирали, они доверили нам это дело, и мы обязаны, я думаю, и по совести, и по закону им помогать в текущих делах, решать их вопросы, ну, в правовой, конечно, зоне, так, как положено по закону. Ну, вот вы говорите, уже 4 года существует комиссия, 4 года вы уже руководите этой комиссией. Да-да. По опыту скажите, какая сфера, то есть какие вопросы наиболее острые звучат и постоянно? Очень острые вопросы. Чаще всего, вот последние годы, конечно, острый вопрос был, помните, это о тарифах на теплоноситель, на тепловую энергию, на горячую воду. Мы практически прошлый год, весь год спорили и тормозили принятие этих тарифов, которые сегодня существуют. Но плюс к этому это разные решения в области благоустройства города, то есть изменения на основании тех законодательных актов Республики Башкортостан, правительства России, которые вносим. Также вопросы по земельных, значит, как о различных делах, это что такое? Ну, вынесение, значит, на публичное слушание проектов по переводу отдельных категорий земель в другие, то есть из социальной, например, в жилую форму и прочее. Вот такие в основном животрепещущие проблемы. Ну, вот вы затронули один, да, из самых животрепещущих, это отопление, да, оно не дешевое. Не дешевое, однозначно. И было очень много шума в связи с тем, что тарифы повысились. То, что платить стали больше, понятно. Кроме этого, положительные какие-то моменты вы можете отметить? Именно как человек, сведущий вообще вот в этом жилищно-коммунальном хозяйстве? И... Ну, тут сложно сказать. Конечно, положительных моментов есть, однозначно. Какие положительные?
То, что сегодня экономически обоснованный тариф у нас у Баш-РТС, который занимается в нашей зоне, если Стерлитамакс и Баш-РТС, это, конечно, положительно с точки зрения того, что предприятие, которое работает, может сегодня себе позволить технически перевооружить то оборудование, которое находится на их балансе, значит, отремонтировать эти сети, что сейчас и происходит. То есть за эти годы, в общем-то, они неплохо поработали. В прошлом году, вы знаете, магистральные сети поменяли вот от ТЭЦ до города. Это очень хорошее, значит, дело сделано. То есть повысили надежность этих тепловых сетей в несколько раз. Но негативно, если честно сказать, тот фактор, что люди стали платить больше. Это, конечно, очень удручает. Но такова сегодня реальность. Ну, получается, что люди стали платить больше, но и стали получать лучшее качество. Конечно, однозначно. Но я говорю, все равно это самая печальная сторона этого Ну да, дела. этот вопрос довольно широкий, если смотреть еще с той точки зрения, что зарплаты не растут, растут тарифы. Тут да? еще один фактор, вот мы с вами говорили до этого, о том, что платить 12 месяцев или 7 месяцев, Да. конечно, да, очень важный фактор. Сегодня субъектом Российской Федерации, в данном случае у нас правительство Республики Башкортостан и главе республики, такое право имеет определять по согласованию с органами местного самоуправления, в данном случае города Сибая там, или района, как платить вообще по году вот эту оплату за тепловую энергию. Да, есть вариант 7 месяцев. И вот мы просчитывали, кстати, получается интересно, что платить-то меньше приходится, если по 7 месяцам. Но тут такая беда у нас в городе. Из 378 домов, жилых домов многоквартирных, у нас порядка 200, ну я точно не скажу, 225 или 230 домов не имеют приборов учета. Понимаете? В случае, если бы они стояли, эти приборы учета, то, конечно, проблем бы не было. То был бы перерасчет вовремя сделан, все. Но так как нет приборов учета, то есть оплата будет производиться по нормативам. Вы слышали, нормативы. Причем нормативы установлены Госкомитетом Республики Башкортостан. И нормативы не в пользу нас. Почему? Если это пятиэтажные дома, то там более-менее, слава богу. Ну и практически все пятиэтажки у нас имеют приборы учета. Если это двух-трехэтажные дома, которых много в городе, то беда будет, что в этих домах в 2-3 раза повысятся нормативы на оплату тепловой энергии. И люди за 7 месяцев оплатят на порядок больше, чем они сегодня платят. Поэтому это, я думаю... А вот этот вопрос можно решить каким-то, ну не знаю, обязать эти дома обзавестись приборами учета? Однозначно. Сегодня есть в 354-х правилах, в общем-то, не помню, пункт 35 что ли, вот точно не скажу, где прописана обязанность однозначно собственников и при обращении их в управляющую компанию обязанность, значит, эти услуги предоставить, то есть за счет, понятно, конечно, собственников, или есть еще обязанность, которая прописана в 261 федеральном законе, пункт 13, там подпункт тоже 11, где прописано о том, что ресурсоснабжающие организации тоже обязаны по заявлению собственников устанавливать приборы учета. Причем эти услуги можно предъявлять с рассрочкой до 5 лет. Понимаете, я просчитывал, брал один дом, ну, например, 70-квартирный, например, и сам для себя просто посчитал, а как это будет, сколько стоить. И получается, если люди обратятся с письмом в ресурсоснабжающие организации, собственники, хотя бы и решат, что им нужен установить прибор, ресурсоснабжающие организации не вправе сегодня отказаться. И, кстати, там хорошие штрафы за это предусмотрены, от 150-200 тысяч. Не вправе отказаться и обязаны поставить им приборы учета. Причем люди будут платить 5 лет с рассрочкой. Если стоимость одного узла управления порядка 150-200 тысяч, будем говорить, вот так где-то стоит, то представьте, 100 квартир, 200 тысяч разделить на 100 квартир, это получится по 2000. На 5 лет растянуть, о чем разговор? Но, когда будет перерасчет, эти люди получат, то есть практически за 1 год эти затраты все окупятся для людей, то есть имея прибор учет. И также можно тогда будет говорить о том, чтобы перейти на 7-месячную оплату. Это будет очень интересно и хорошо для людей, и выгодно. Понимаете? А к вам обращались уже жители с просьбой вот как-то пролоббировать вот эти... Да, обращались мы, значит, посоветовали и сами помогаем писать заявление в ресурсниках Баш-РТС. Но хотелось бы, чтобы люди больше обращались бы
И сегодня, причем интересно, 261 федеральный закон изменения внесли. Раньше дома до 0,02 гигакалорий, то есть там не ставились приборы учета. Сегодня это убрано в пункт, и сейчас во всех домах ресурсоснабжающие организации могут устанавливать приборы учета. Могут или обязаны? Обязаны. Обязаны. Причем это может сделать и управляющая компания при желании. То есть, если они откажутся, ресурсник обязан это делать. То есть, в принципе, возможно, что в недалеком будущем изменится порядок начисления оплаты за отопление с 12 месяцев на 7 месяцев. Конечно, это выгодно будет всем. И тут нам всем, я считаю, и жителям, и депутатам, и вообще и управляющим организациям надо поработать вместе. Консолидироваться. Вот это самая сегодня большая беда, что мы не можем консолидироваться, у всех какие-то разночтения, свои проблемы, видение, что кто-то их захватывает, их бизнес. Этого нет сегодня. Каждому хватит, как в древней поговорке, на всех хватит. Ну, вот смотрите, вы говорите о том, что нужно... Ну, то есть вообще давно идет разговор о том, что собственникам домов надо уже давно привыкнуть к мысли, что это уже не колхозное добро, так скажем, да? Не дядя. Колхозное, а значит ничье, да? Да. Общее, значит ничье, а именно каждого собственника жилья. Соответственно, здесь должна повыситься и некая правовая грамотность, да? Нужно научиться разбираться там, в порядке начисления, выплаты и прочих вопросов. Вообще повысился уровень грамотности населения в вопросах жилищно-коммунального хозяйства? Как вы наблюдаете? Ну, повышается. Честно говоря, много людей, которые не сидят сложа руки, особенно это самая инициативная часть населения, пенсионеры, вы знаете, которые очень есть активные, но не все правильно все понимают, и поэтому очень много лишнего энергии тратится в пустоту. Поэтому, если есть у людей вопросы, приходите, я думаю, я доступен для всех практически, мы будем решать эти вопросы, помогать. Хотелось бы еще также, чтобы управляющие компании, которые в городе сегодня несколько, 4 штуки, чтобы тоже общались между собой, делились опытом. Я думаю, работать в конструктивном, в системном таком струе, чтобы мы могли решить этот вопрос. Но по большому счету грамотности населения сегодня нет. И еще самая главная страшная беда населения – это инфантильность основной части населения в области жилищно-коммунальных услуг. Вот я в Москве был месяц назад, я спрашивал, а как вы платите за коммунальные услуги? Вы знаете, мне интересный ответ поразил. Они говорят, не знаем, платим, приходят, мы платим. То есть там такой проблемы нет. Почему? Потому что у населения доходы превышают эти коммунальные услуги. Понятно. Основная проблема, значит, у нас какая? Это поднять доходы населения. Как это, конечно, это... Ну, это да, это очень широкий и глубокий вопрос. Глубоко, но если это произойдет, то это и проблема снимется. Но пока есть эта проблема, я думаю, каждый житель, практически каждый, должен вникать в это дело. Хотя бы опосредственно что-то узнавать, что-то делать. И ходить на собрание жильцов. Однозначно. Сегодня собрание жильцов собрать практически невозможно. И многие пользуются этим. А собрать вот это собрание жильцов, кто может выступить инициатором? Любой собственник может выступить инициатором собрания. И как вот это вообще процедура? Допустим, я как собственник квартиры в многоквартирном доме хочу поднять какой-то вопрос. Как я должна действовать? Куда я должна пойти? Где я должна расклеить объявление? Кого я должна привлечь к этому? Я буду не без ссылки на законы, просто расскажу. В принципе, любой из собственников или управляющей компании, которая является, может быть инициатором общего собрания. Причем нужно определиться с повесткой дня, определиться, в какой форме это будет проводиться, потому что сегодня есть 3 формы проведения собрания. Это очная, заочная, очно-заочная форма. И вот там есть много нюансов, по каким, как можно вообще отменить потом даже решение этого собрания. Если это все процедура правильно проделана, процедура заключается в том, что за 10 дней инициатор собрания должен известить 100% собственников, причем письменно, уведомлением или путем расклеивания, значит, объявлений на стенах и в пределах земельного участка. Однозначно нужно удостоверить, что все люди получили эти уведомления. А как это вообще возможно сделать? Ну, в письменном виде, под роспись или через, значит, через почту.
Вот так это делать. Или, если это говорено в протоколах собрания, значит, то есть в договоре управления, то бывает, что определяет это, то тогда тем способом, который определено в договоре управления. Лишь бы это, вот я недавно смотрел один договор, будем так говорить, управление предъявляем нашим жителям, и там до смеха доходит, что управляющая компания предлагает жителям принять, что метод извещения – это размещение информации о проведении собраний на сайте управляющей компании. Ну, это смешно. То есть, однозначно нельзя такие вещи, значит, рассматривать, потому это что никакая бабушка и дедушка никогда не, да и многие мы с вами, мы не часто сидим на сайтах управляющей компании и ресурсоснабжающих организаций. Однозначно никогда. То есть это может быть такой вариант, но как один из а не единственно возможный? Нет, конечно. Основное – это уведомление под роспись, уведомление телеграммой, письменным сообщением. А вот это когда, допустим, у нас так принято, если хотят пригласить на собрание, просто идут поквартирно и опрашивают, там, это имеет, ну, как бы какую-то силу? Ну, в принципе, если это извещение и под роспись, и там где-то реестр есть, то силу имеет это в оповещении. Но в смысле проведения собрания это не совсем правило. Законодатель специально сделал вот эти формы очно-заочные, чтобы житель, собственник, сам принимал решение, а не под нажимом или просто когда ему подсунули какую-то бумажку, подписал. Это неправильно. Именно поэтому есть специальные бюллетени. При очном, значит, люди должны прийти. Если они не собираются, тогда считается собрание не собрано. Там не менее 50% собственников должно быть. При заочном, соответственно, это тоже объявляется, но там другая процедура, выписываются определенные бюллетени, в которых должны быть обязательно, люди голосуют выпиской из ЕГРП, то есть своими правами, с той площадью, которая у них имеется. И то есть вот тогда такая форма возможна, конечно, но нужны бюллетени, чтобы люди подписывали, смотрели. Но самая главная беда сегодня наша в том, что мы не смотрим те проекты договоров управления, те приложенные документы, которые там 5 или 6 видов документов, перечень минимальных услуг и прочее, расходы, значит, калькуляции затрат на тариф. Никто не смотрит, понимаете, и это самое страшное. При этом происходит произвол. С одной стороны, люди не защищены, они не защищены, потому что они безграмотны и безинициативны. Ну, знаете, получается, что я плачу рублем за свою лень. Так точно. Ну, здесь каждый свой выбор делает сам. Такой вопрос. У нас век рыночных отношений, активно развивающегося малого бизнеса, очень многие дома, первые этажи их сданы в аренду, либо выкуплены, да, частным предпринимательством. Но поскольку, опять же, возвращаясь к тому, что живет в этом доме там 100 человек, они владеют полностью всей площадью дома, верно? Ну, общей собственности, все владеют, в том числе тот индивидуальный предприниматель, который имеет там тоже это если он площадь какую-то определенную. Купил, да? Да, если купил. Еще и сдается в аренду. В аренду. Тогда там собственник, это муниципалитет. Но у любого дома, если нет ТСЖ, а ТСЖ, по-моему, опыта ТСЖ в нашем городе еще нет. Да нет, неправда. Есть у нас ТСЖ в городе? Есть. Но это отдельный разговор. Так вот, большинство-то домов находится в управлении управляющих компаний. Вы сказали, что их 4. Управляющая компания имеет право сдавать в аренду помещение дома? Ну, если это говорено договором управления, то в принципе да. Но я думаю, жители должны сами решать эти вопросы. Нет, ну да, допустим... То есть представьте, вы живете на квартирном доме, и вы в договоре управления записали о том, что управляющая компания имеет право без уведомления собственника заключать договора аренды и прочее. С уведомлением. То есть получается, если, допустим, прописано, что имеет право с уведомлением собственников. Но уведомление только решением общего собрания это можно принять. Понимаете, и вам в подвал заселили какую-то мастерскую. Да, там вроде благие цели, чтобы она работала, и в то же время деньги, которые они сдают за аренду, тратились на нужды дома. Дай бог, если это все прозрачно, видно, а почему нет? Если это вам лично не мешает там, шумом, какими-то эффектами, это нормально. Но опять, все решения лучше и желательно надо принимать общим собранием. То есть, по идее, если к управляющей компании поступила заявка от какого-то предпринимателя о том, что вот он конкретно в этом доме хочет арендовать
арендовать помещение под такой-то там вид услуг или под какую-то свою деятельность, то то компания управляющая должна собрать собрание жильцов и спросить, вы согласны, чтобы у нас пекарня была? Конечно. Или сапожная мастерская? Да, однозначно, да. То есть вот такой порядок обязательно. Конечно. Если житель видит в цокольном этаже своего дома какую-то и знает, что его ни разу не спросили об этом, ни каким-то обходом листов, там согласно, не согласно, бюллетеней, как вы говорите, да? Ну, это проведение собрания какой-либо из форм. Либо его не звали на какое-то собрание, чтобы спросить об этом, что он может сделать? Он может обратиться, во-первых, куда? В управляющую компанию? Нет, есть специальный орган, который наблюдает за соблюдением лицензионных требований управляющей компании. Сегодня как бы наложен мораторий муниципалитетом на проверку управляющих компаний, частных компаний. Есть определенный мораторий до 2018 года, вот не помню, или до середины. И, то есть на проведение плановых проверок. Значит, и в принципе человек может обратиться в инспекцию государственного жилищного надзора, она имеется и в Сибае, она имеется в Уфе, письмом, можно электронно, описав ситуацию, и инспекция должна разобраться, и было бы правильно проведено, процедура правильно проведена передачи этого объекта. Но если собственнику не нравится, он может инициировать сам собрание об отмене этого решения и удалении этих людей с общедомовой собственности. Вообще, оказывается, прав-то очень много. Очень много, да. Вопросов тоже очень много. Я боюсь, что все не вместят наш эфир. Такой вопрос. Обслуживающая компания прислали приглашение прибыть в ЖЭУ и заключить договор с ресурсоснабжающей компанией. У нас дом 24-квартирный, находимся на управлении, но у нас прямые договоры с ресурсоснабжающей компанией. А сколько квартирный дом? 24. А какой адрес написали? Адрес нет. Адрес. Вот, Назаров Федор Петрович. Куйбышева. Можно посмотреть? Назаров Федор Петрович, я его знаю лично даже, Куйбышева 1 квартира. Но если дом до 30 квартир, но скорее всего этот дом находится, я считаю, наверное, в управлении. Почему? Потому что до 1 января 2015 года по 1 июля 2015 года было такое, что на непосредственное управление, то есть сегодня 3 формы управления у нас, это управляющая компания, непосредственное управление жильцов и форма товарищества собственного жилья. И вот законодательством, жилищным кодексом было прописано, что до 1 июля 2015 года до 16 квартир все дома должны быть в непосредственном управлении. С 1 июля изменили жилищный кодекс, там с 30 квартир началось. Но, видимо, если вот такой вопрос стал, видимо, управляющая компания хочет уйти на непосредственное управление, мне кажется, скорее всего. Но в данном случае собственнику не надо идти в управляющую компанию. Или это скрытый призыв, чтобы они опять провести заочное голосование. Таким образом, когда человек подходит, ему подсунуть, чтобы он что-то подписал. Вполне возможно и это. В данном случае никуда не надо идти. Договор ресурсоснабжения в таких домах был заключен еще, порядок остался с июля 2015 года. Я считаю, преждевременно и не нужно. Управляющая компания, если это дом на управление, вправе в принципе стать исполнителем коммунальных услуг. Что это такое? То есть оказывать услуги для потребителя непосредственно в жилом доме. В данном случае, если дом на непосредственном управлении, то я считаю, не надо. Хорошо. Один из самых частых вопросов – качество питьевой воды в нашем городе. Спасибо. Я вот буквально за часа 2 до нашего эфира позвонили с такого дома Маяковского 26, это в районе налоговой 7-й школы, сказали, что от нашего имени, от моего лично, значит, ходят люди, молодые люди, высокие, несколько, по 2, по 3, по 4 человека, и предлагают людям купить фильтры. Причем стоимость этих фильтров 16 тысяч. Мы с главным инженером оперативной группы своей выехали на место, но не застали. Конечно. Ну, опять вот этот миф, на этом мифе, в общем-то, многих людей обманывают, и я прошу жителей города прислушаться к тому, что
качество сегодня городской воды выше всех вообще похвал, да. Вы знаете, я какое-то время пил воду бутилированную, которую Красноусольскую приводит, и вот от нее стало наоборот хуже. Перешел на нашу воду с колонки с обыкновенной. Вы знаете, качество отличное. Второе, это не только органолептическое, то есть я пью, но еще и химический состав очень хороший. То есть это кальциевая, магниевая вода. То есть о чем сегодня говорит магний B6, кальций необходим. В ней все есть, это в нормальной дозе. Плюс эта вода, сегодня она живая. То есть раньше, помните, все время говорили, что воду хлорируют и прочее. Да, это убивает там структуру, разлагает на генетическом уровне, что-то там происходит. Но эта вода сегодня просто бактерицидными лампами облучена, и там содержатся все необходимые микроорганизмы. А я вам такой секрет расскажу, что в воде, даже в человеческом теле всегда находится микроорганизм, даже в крови, который мы не видим, который поддерживает нормальный баланс, микробный баланс, который нам нужен. Поэтому эта вода сегодня вообще, я считаю, для нашего региона она идеальна вообще. И сегодня... То есть вы вообще как, ну, не только как руководитель, как да, житель, да, а как человек и как житель можете сказать, что не требуется устанавливать фильтры? Нет, однозначно нет. И разговор о том, что там образуется накипь, да это здорово, что немножко образуется. Значит, там солевое содержание, нельзя пить, в которой нет соли, она невкусная вода, и она пользу не приносит. Эта вода. А скопление этих солей, ну, камни уважаемые, в почках? В здоровом организме никаких скоплений нет. Сегодня основные болезни наши идут, знаете, от чего? От нашего Нет. От стрессов? Да, от нашего эмоционального состояния, от нашего страха за будущее, от нашего страха за прошлое, от нашего умения принимать, не принимать решения, понимаете? Это глубже все находится на уровне тонкого мира, так, ну, на эту тему вот не будем. Начали с труб из-под земли и ушли в высокие рассуждения. Тахир Талибович, вопросов осталось очень много. Вы видите, стол весь завален, есть еще и вот на таких, и на таких. Да, но времени, к сожалению, нет. Полчаса пролетает быстро. Я все-таки предлагаю нашим телезрителям следить внимательно за эфирами Сибайской студии телевидения. Все эти вопросы будут заданы Тахир Талибовичу, но уже в виде вопрос-ответ, возможно, в выпуске новостей. Ну а наше время, увы, подошло к концу. Спасибо вам большое, что всегда откликаетесь на наши просьбы и так по-честному отвечаете на все. Спасибо вам, Алина. Спасибо большое всем. Всего доброго. С вами была программа «Крупным планом» и я, Алина Полянская. Вам удачного вечера.